Председатель парламентской комиссии по правам человека Дерья Янык приняла делегацию Международного союза НПО Восточного Туркестана в своем офисе в Анкаре. В своем заявлении Янык подчеркнула, что Турция всегда поддерживала своих восточно-туркестанских братьев. Однако следует отметить, что от имени парламента и правительства не было сделано никаких официальных заявлений по поводу геноцида уйгуров или четкого обвинения в адрес Китая. В этом заявлении председатель парламентской комиссии по правам человека выбрала другой подход, не критикуя Китай. В ходе встречи с госпожой Дарьей Янык уйгурская делегация представила доклад о нарушениях прав человека, подготовленный Ассоциацией по мониторингу прав человека в Восточном Туркестане, и подробно разъяснила ситуацию. В то время как режим КПК разрушает мечети и запрещает исламские богослужения и ритуалы в оккупированном Восточном Туркестане, искажает великую религию под именем китаизации ислама и совершает геноцид против мусульман, живущих в регионе, поддержание нормальных отношений с Китаем по меньшей мере является предательством и религиозным убийством. В докладе ООН, опубликованном в августе 2022 года, был сделан вывод о том, что репрессии Китая в отношении Восточного Туркестана могут представлять собой преступление против человечности. Китай стремится расширить свою власть и влияние на Ближнем Востоке и снять уйгурский вопрос с повестки в исламском мире. С этой целью Пекин укрепляет свои союзнические отношения с правительствами арабских, исламских стран, устанавливает тесные отношения с международными исламскими организациями, неоднократно приглашает их посетить Китай и провести переговоры. По мере того, как Тайвань готовится к выборам руководства и выборов в законодательные органы, активность китайских высотных аэростатов вокруг острова увеличивается. Есть подозрение, что с помощью аэростатов передавали оборудование для радиоэлектронной разведки. Это указывает на усилия администрации Пекина по мгновенному сбору разведданных во время избирательного процесса. Также считается, что деятельность аэростатов является актом, направленным на то, чтобы подчеркнуть претензии Пекина на суверенитет. На выборах руководства Тайваня решающую роль играет позиция партий по спору о суверенитете с Китаем. Китай усиливает свои цифровые репрессии под предлогом интернет и сетевой безопасности, чтобы скрыть от международного сообщества геноцид, который он совершил в Восточном Туркестане. В связи с этим Агентство общественной безопасности Китая объявило, что обозначило 2024 год как год специальных действий по борьбе со сплетнями в интернете и их регулированию. Военнослужащий ВМС США приговорен к 27 месяцам тюремного заключения по обвинению в предоставлении секретной военной разведки Китаю. В заявлении Министерства юстиции США говорится, что 26-летний Вэньхан Томас Джао был признан виновным в предоставлении секретной информации китайской разведки в обмен на взятки. Израильская газета «Идиот Охронот» сообщила, что лондонская полиция начала расследование утверждения о том, что Израиль совершил военные преступления. В докладе говорится, что этот вопрос вызвал дипломатическую напряженность между Израилем и Великобританией и побудил Израиль выразить протест по поводу инцидента и выразить свое недовольство этими вопросами. Лондонская полиция призвала свидетелей, проходящих через аэропорты Великобритании, сообщать о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе, говорится в докладе. Добавляя таблицу для пассажиров в аэропортах Великобритании на английском, иврите и арабском языках, которые гласят: если вы были в Израиле или на палестинских территориях и стали свидетелем или жертвой терроризма, военных преступлений или преступлений против человечности, вы можете сообщить об этом в полицию Великобритании.